Падать, сама руками работаешь. В бронзовом финале Вероника Чумякова встретилась с призером чемпионата Европы Аленой Колесник из Азербайджана. Эту схватку обе спортсменки начали осторожно, первые минуты подстраиваясь друг под друга. За несколько секунд до конца первой половины схватки открыла счет Алена Колесник 2-0. Со второй половины Вероника Чумякова вернула к своей обычной манере ведения поединка и активно начала атаковать. Счет сравнялся 2-2. Преимущество по последнему действию у нашей спортсменки. Теперь нужно было удержать лидирующую позицию, увеличить счет в свою пользу или не подпустить соперницу к себе. Сработал второй вариант. Как ни старалась Колесник переломить ход поединка, ей это не удалось. Счет 2-2 и победа Вероники Чумяковой. Ее медаль стала единственной для команды Бурятии. В состав сборной России входили 3 спортсменки нашей республики. Помимо Вероники Чумяковой за медали боролись Мария Кузнецова и Евгения Захарченко. Обе дошли до бронзовых финалов, но уступили своим соперницам. В свою очередь, Кубок мира, к сожалению, не покорился Арсалану Будажапову. Спортсмен из Бурятии, выступающий сейчас за сборную Кыргызстана, по жребию стартовал в квалификации весовой категории до 79 килограммов. Уверенно победив Армана Авагагяна, Арсалан Будажапов в 1/8 сошелся в схватке с уроженцем Осетии Асарбеком Гулаевым. На турнире, представляющем Словакию, первая половина схватки прошла в ровном темпе. Единственное очко по пассивному действию было отдано Гулаеву. Самое эмоциональное выдалась концовка второй половины схватки. За минуту до окончания поединка Гулаев зарабатывает еще 2 балла. Счет 0-3. Тут же включается Арсалан Будажапов, отыгрывает 2 балла и тут же накатом еще 2 балла. Счет 4-3. До окончания схватки остается 30 секунд. В этом поединке спортивная удача была на стороне Гулаева. На последних секундах он сумел сломить сопротивление Будажапова и добавить еще себе 2 балла. 3-5. Победа спортсмена из Словакии.